Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем на такую тему, какие двери скоро откроются для вас в вашей жизни. Да? И у нас 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его нашли и смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Гадать мы будем на этой прекрасной колоде от Фурнье. И это оригинал. Сразу говорю, у меня есть копия. Хотела показать. Я про это еще хотела видео записать. Вот. В общем, чем оригинал отличается от копии китайской. Вот так это выглядит. И краски совершенно иные. Ну, это я потом в другом видео опишу. Может, в каком-нибудь небольшом. Итак. Какие двери скоро для вас откроются в жизни. Да? Первая карта покажет, в каком аркане вы находитесь в момент просмотра. А дальше уже будем смотреть, какие двери скоро откроются для вас. Так, что-то карта перевернулась. Шестерка пентаклей. Ну, послание, во-первых, денежное для вас, те, кто фортунку смотрит. А во-вторых, что-то может решаться с работой, например, у вас или у ваших близких. Выравнивание финансов идет. Что посеешь, что и пожнешь. Сколько работаешь, столько заработаешь. Могут приходить заслуженные деньги в вашей жизни. Так, первая карта. В каком аркане вы сейчас находитесь. А дальше смотрим, какие двери скоро для вас откроются. Итак, первая позиция бантик. Не хочет стоять. Вторая позиция ключ. Третья позиция вот такая красивая, цветочек, брошка фиолетовая. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Какие двери скоро откроются. И первый у нас брошка-бантик. И первая карта, в каком аркане вы находитесь. Вы сейчас живете в двойке мечей. Двойка мечей – это карта, показывающая и состояние выбора, и как будто человек на распутье, но замалчивает свои проблемы перед другими, закрывает на что-то глаза, на чужие недостатки можете закрывать глаза или о чем-то молчать, хранить чью-то тайну в данный момент жизни. Также карта может показывать то, что вы сами по себе такой мирный, спокойно молчаливый человек, но внутри у такого человека может на самом деле быть много всяких эмоций. И в том числе даже эмоции обиды на кого-то, но вы это пока не выражаете в адрес других людей. Да? Могут сомнения разъедать. Вообще эта карта очень связана с весами, с близнецами. То есть это те люди, которые очень трудно принимают в жизни решения. Вот. Поэтому могут разъедать внутренние сомнения. А что мне делать в жизни? А куда мне пойти? А что выбрать из двух, может быть, или из нескольких вариантов? Что я буду вообще как-то действовать, как в жизни буду действовать, а стоит ли мне действовать? И в итоге человек остается в стагнации. Какие двери скоро откроются перед вами? Такому человеку явно нужны какие-то двери, да? Мы здесь видим карту Луна. Но это дверь в неизведанное на самом деле. То есть у вас есть в глубинах подсознания и решение всех вопросов, и ответы, и какие-то способности, да. Вы будете выковыривать прям в скором времени из своего подсознания всякие интересные штуки. И в итоге, да, вы пойдете по неизведанному темному пути, по лунной дорожке. Открывается для вас именно лунная дорожка и карта суд, возрождение, да, идет. То есть момент возрождения, момент искупления прошлого, такой какой-то мистический получается путь для вас, дверь мистическая именно.
И в скором времени такое ощущение, да, что когда вы раскопаете что-то у себя в подсознании, вы начинаете возрождаться, исцеляться, улучшать свою жизнь, буквально возрождаться, как птица Феникс из пепла. И появляются какие-то чудесные возможности в вашей жизни для вашего исцеления, для того, чтобы вы могли возрождаться или в отношениях, там, или в работе, или еще в чем-то там, здоровье. Да? Что вас больше всего беспокоит? Вот открывается какая-то дверь, тайная дверь, да? Вы вступаете будто бы на скользкий путь, как вам кажется, рискуете. Не понимаете себя, но идете, а оказывается, там и есть выход. Именно к тому, чтобы решить вот эту проблему основную для вас какую-то, которая вас беспокоит. Вот как-то нужно научиться доверять высшим силам, потому что у вас еще и солнце выпало. То есть двери у вас открываются именно в светлую полосу жизни, понимаете? У вас уже 3 старших аркана выпало, хотя я перед вами вот прям тасую колоду, а все равно достаю старшие арканы. Почему? Потому что начинается именно важный период вашей жизни, да, и светлый. То есть от тьмы вы переходите в возрождение и в свет. И начинается восход солнца в вашей жизни. 4 пентаклей показывает стабилизацию, особенно в плане финансов. Ну и как якорь, да, вы зацепляетесь за что-то, за кого-то, за какую-то, может быть, даже семейную ситуацию, постоянную работу. Рядом идет королева мечей, которая показывает, что будет женщина рядом с вами, пусть и строгих правил, требовательная, но, видимо, вам это немножко нужно. Но, опять же, если это вы, допустим, эта женщина, то вы явно возьмете себя в руки. Здесь очень красивая женщина с вороном, который ей постоянно что-то советует. Но рядом с женщиной 15-й аркан. Вот смотрите, это может быть мужчина, вот, допустим, с знаком воздуха, мужчина-козерог или земной какой-то мужчина. Женщина более воздушная, но разум ее силен. Мужчина здесь по 15-му аркану может оказаться слишком зафиксированным на физике, на деньгах, на телесных удовольствиях, на том, чтобы даже кушать, вкусно пить. И, соответственно, женщину это устраивает. Почему? Потому что она сама на высоких вибрациях, да? И ей нужна заземленность какая-то. Плюс женщина рядом сильная, или это вы сильная женщина. 4 кубков показывает, что, опять же, если недостатки есть в мужчине, женщина их не сильно замечает. Стабильность, цепляние за ситуацию. Почему? Потому что нужны, видимо, какие-то более стабильные взаимоотношения для вас. Более стабильная какая-то работа, что ли. Занятость. И даже пусть кажется, что чуть-чуть скучно живу, но вы и до этого не сильно весело жили, да? Но нужна более стабильная обстановка, чем сейчас. То есть уже определиться с выбором в жизни, с направлением. Но это светлая полоса, то есть вам покажется, вы в своем спокойствии счастливы. Какая бы ни была у вас поддержка, пусть даже если это люди, поддерживающие вас, там пара какая-то, да, получается. Мужчина очень фиксирован на деньгах, там, на удовольствиях жизненных, ну, как не то, что простой, а скорее привязанный к физике человек. А женщина правильная, умеющая требовать, да? Может, вам нужна вот эта требовательность, чтобы стабилизировать себя и чтобы быть более дисциплинированным человеком, исполнительным человеком. Ну, а если это вы, то это как бы такой тандем, хороший союз. И как бы он ни был странный, да, такой союз для многих, но для вас это будет удобно и нормально. Вот так. Вот здесь у нас 15-й аркан, как бы он такой, как чудовище, да, но держит на руках этого ангела. Эту женщину он так бережно, понимаете? То есть в каждой колоде же свое. Я вижу здесь любовь такую. Ну как, пусть она такая странная любовь, но она есть. Вот так. Ну, вот такой ответ у нас по первой позиции. А мы идем к позиции номер 2. Какие двери скоро перед вами откроются? Ключ. И первая карта, в каком аркане вы находитесь в момент просмотра. Вы у нас 6 роз, 6, получается, кубков, да?
Ну, смотрите, вообще карта показывает человека сентиментального, ну, такого приятного, да. Мне нравится эта карта тем, что она показывает нежность, ностальгию, что ли, какую-то. Умение общаться с людьми, может быть, иногда общаться с детьми. То есть быть каким-то таким человеком, нет, это у нас жезлы, да, быть каким-то таким человеком, инициативным, но в то же время приятным, тот, кто может вести за собой, тот, кто может как-то сделать хорошее другим людям. Вообще розы, они всегда символизировали любовь, да, а черные розы могут символизировать роковую любовь к человеку, от которого вы прям буквально зависите. Но карта шестерка, она устойчивая карта. То есть вы такой более устойчивый человек, который может понимать, как ему добиваться даже самых странных целей в жизни. И вы очень добры к людям, и тем, что вы общаетесь с людьми по-доброму, это самое главное оружие, с помощью которого вы достигаете всего. На данный момент коммуникабельность и умение хорошо ладить с не просто людьми, а детьми и стариками, это очень сильно для вас, как сказать, такой инструмент важный, да, с помощью чего вы можете что угодно сделать в жизни хорошее. Давайте посмотрим, какие двери скоро перед вами откроются. Это у нас Иерофант. Здесь мы видим человека, ну или не совсем человека, опять же с розой. И у вас тут черные розы выпали, да. Хоть они символизируют жезлы, но это все-таки розы. И здесь есть черная роза. То есть это ваш сегодняшний символ, черная роза. Иерофант любуется черной розой. То есть такое ощущение мечтательности, с одной стороны. С другой стороны, мы видим написание книг, чтение книг. Значит, это дверь к познанию, да. И к тому, чтобы стать, может быть, кем-то, кто увлекается чем-то одним определенным, но это такое спокойное занятие, увлечение, и вы можете достать ключ, отвечающий для любого человека на любой вопрос. Также вы можете быть кем-то, кто создал некий труд, написал этот некий труд или создал сайт, или какую-то социальную страницу, да, очень, что содержит в себе много знаний. Вы можете распространять знания. Это ваша дверь. То есть дверь открывается к тому, чтобы быть авторитетом в обществе, у кого советуются, спрашивают и кто дает знания. Но мы здесь видим очень сильную фокусировку на розе, а значит на чувствах, на отношениях. И какие-то отношения для вас будут очень важны за этой дверью. И чем дальше, тем больше эти отношения важны для вас. Дальше мы видим колесо, которое показывает перемену в жизни. Благодаря тому, что вы становитесь иерофантом или открываете дверь к иерофанту, да, ваша жизнь очень сильно меняется, кардинально. Но нужно верить в то, что ты делаешь, и в свои отношения. Это факт здесь. То есть фокусировка идет. И дальше мы видим 4 розы. Это для многих брак, стабильное проживание, хорошее такое приятное место жительства. 8 пентаклей, устойчивая работа, прибавление в финансах. Есть что в жизни отпраздновать, есть чему порадоваться. То есть жизнь ваша меняется в лучшую сторону явно. У вас вот четко мы видим постоянную занятость, рыцарь пентаклей тем более выпал, да, и постоянные отношения. Вот дверь открывается именно к этому, чтобы все-таки как-то в жизни определиться, да. Но это вот почему вы определяетесь? Потому что вы становитесь более усидчивым человеком, который понимает, вот раз я в этом, не знаю, специалист, и раз у меня есть вот такие отношения, я этим занимаюсь.
Я не буду распыляться и заниматься еще чем-то другим. Я буду делать вот это, а не что-то иное, другое. Не кидайтесь в разные стороны. Как вы шли в одном направлении по шестерке роз, так вы должны идти в этом направлении. Дверь откроется еще в лучшее, в лучшее, в лучшее. Кто-то может оказать вам большую поддержку, какой-то иерофант, как высокопоставленное лицо. И после этого ваша жизнь круто меняется. У вас есть что? Стабильное место жительства, семья, отношения, стабильная работа, занятость. Стабильное прибавление в деньгах. Постоянное развитие, особенно в профессиональном смысле. И дальше мы видим жрицу. Жрица – это уже раскрытие более таких ярких способностей. Дальше у вас еще как будто одна дверь открывается. В то, чтобы раскрыть себя. Раскрыть свои потусторонние способности. Начать себя понимать. Углубиться во что-то еще больше. Жрица здесь показывает общение с миром духов. Может быть, вы и будете общаться с миром духов и получать оттуда информацию. Но сильно не мистифицируйте свою жизнь. Скорее, может происходить что-то волшебное, но не стоит это завышать, а постараться жить благополучно, быть здоровым человеком, разумно мыслить и в то же время проявлять интуицию. Если вы чем-то интересуетесь потусторонним, эзотерикой, не стоит слишком витать в облаках. А лучше действительно разберитесь в себе, в мироздании, в том, как все устроено, как исполнять желания свои, как делать свою жизнь счастливой, как достигать целей, все больших и больших. Вот и все. Понимаете? Поэтому здесь такие карты выпали, и видно, что у вас открываются хорошие двери, да, в новые вот совершенно возможности. Может колесу фортуны быть переезд, но еще раз говорю, в очень хороший дом, да, очень хороший дом, и рядом с этим домом хорошая работа, занятость или бизнес. И потом уже идет еще одна дверь, уже в себя и в углубленное изучение как себя, так и своего какого-то дела. Поэтому, чем дальше, тем больше вы будете себя понимать. Вот так. Такой ответ у нас по второй позиции получился. А мы идем дальше, к позиции номер 3. Какие двери для вас скоро откроются? Наша вот такая красивенькая фиолетовая брошка с пылью. Все как надо. Нашла на ней пыль. Но я не знала, что она там есть. Может, это и не пыль. Вот такая. Так. Значит, первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Вы сейчас в тройке пентаклей. Вообще прекрасный аркан. Вот просто замечательный. Во-первых, человек, скорее всего, такой занят чем-то в жизни. Или работает, или по дому работает, там постоянно о ком-то заботится, что-то делает. Или с другими находится в таком тандеме, союзе. То есть делает общее дело с кем-то, да. Вы увлечены жизнью, вы стабильны. Можете находиться даже в стабильных отношениях или браке, или на стабильной работе, бизнес. То есть что-то, что вы делаете каждый день. И карта показывает такое какое-то спокойствие даже, уравновешенность. Мол, я знаю, что будет завтра, послезавтра. То есть я, в принципе, не сильно там переживаю об этом. Карта также показывает, что вы строите планы на будущее, что вы можете добиваться очень многого в жизни сейчас и в будущем. Хорошая перспективная карта. Всегда говорит о том, что человек с другими в хороших отношениях, да, на одной волне со Вселенной. И такому человеку могут прийти деньги скоро. То есть какая-то сумма или просто доход ваш идти может вам. То есть как-то Вселенная поощряет вас сейчас. Вам может, в принципе, фартить, но не как-то беспредельно, а умеренно. И вас могут люди окружающие оценивать по достоинству, хвалить, награждать. И какие двери перед вами открываются скоро? Шестерка кубков, хорошая карта. Дверь в прошлое открывается. Может, какая-то ваша прошлая мечта всплывет, и вы скажете, так, я ведь могу теперь это исполнить. Раньше я об этом мечтал. Или человек из прошлого возвращается к вам в жизнь почему-то, зачем-то.
значит, в этих кармических отношениях еще не все исполнено. Но также это дверь в любовь, в романтику, к романтическим свиданиям, к общению приятному, к подаркам, знакам внимания. 5 кубков. С помощью этой истории вы должны покрыть какое-то прошлое разочарование. То есть вот эта тьма из души, как темное пятно, которое вас долго беспокоило и могло потом даже будто бы замолчать, но там это темное пятно осталось, да? Вот это уйдет благодаря тому, что прошлое возвращается в вашу жизнь, что дверь в прошлое открывается. Хотя раньше эта дверь была закрыта. Башня. Нам нужно избавиться с вами от прошлого. Башня показывает, что как разрушить это прошлое, как разрушить эту тьму, которая оселилась в душе от боли прошлого. Да? Нужно, чтобы прошлое вернулось. Чтобы из прошлого даже какая-то романтика вернулась. Туз мечей. После этого вы принимаете очень важное решение в вашей жизни. И даже получаете какие-то важные новости, документы. Это будет для вас как знак, что нужно что-то решить. И дальше мы видим пажа мечей, да, который показывает то, что вы очень много правды узнаете, раскроете какую-то очень нужную для вас информацию. Вы раскроете секреты, которые не знали годами. Вот так, прям годами. То есть окунуться в прошлое нужно именно для того, чтобы эти секреты наконец-то всплыли наружу. Вам нужно это узнать. Вам нужно вскрыть, как скажем, этот нарыв, да, который беспокоил годами, и удалить его. И дальше мы видим 8 жезлов, 8 роз, черных роз, которая показывает, что жизнь после этого понесется вскачь. И будет очень много позитивных моментов. Будет в жизни сильная перемена, прорыв, яркость жизни. К жизни страсть и желание жить. По 7 кубков у вас активируется творческое начало. А по 7 пентаклей, 7 у нас исполняют желания, да, вы с помощью пентакли, почему я сказала пентакли? Жезлов. 7 это у нас всегда исполнение желаний, да, по 7 жезлов вы добьетесь постепенное исполнение своего желания, то есть вы победите какую-то ситуацию, которую очень давно хотели и желали. То есть вы исполняете желания с помощью манифестации, мечты и своих талантов, и с помощью упорства. И дальше мы видим, значит, рыцаря мечей. После этого какой-то неожиданный совершенно человек, мужчина, ворвется в вашу жизнь и приведет к карте мир. То есть к тому, что вы, скорее всего, переедете или объединятся энергии инь и ян, мужской и женской, если вы женщина. И по тузу или по магу. Ну, скорее, наверное, это у нас... туз пентаклей. По тузу пентаклей, это самая счастливая колода, у вас идет денежный прорыв. Если бы тут был маг, а мага я уже нашла, вот он, тут бы тоже был денежный прорыв. Но тут туз пентаклей, это еще лучше. Вы знаете, карты показывают, что ваша жизнь очень круто поменяется после того, как вы расстанетесь с прошлым. И отрежете это прошлое уже раз и навсегда, проработав его, узнав все оттуда тайные секреты. И для женщины неожиданный мужчина, который врывается в ее жизнь, это скорее ее новая любовь, с которой она уедет, создаст отношения и будет жить припеваючи и богато где-то. Если вы мужчина, вы уедете неожиданно с каким-то человеком, кто позовет вас вместе уехать. Ну, допустим, там поехали там зарабатывать, да, там или еще что-то. И там создадите тоже себе устойчивые отношения, союз или очень устойчивый бизнес и будете, более богаты, да. То есть карты именно вот так показывают. Более богаты будете. Но именно как будто предстоит отъезд-переезд жизни глобальный. Ну, вот такой интересный получился третий вариант. И я вижу здесь действительно такие глобальные прям перемены в жизни, потому что человек, он вроде жил стабильно, да, но что-то беспокоило, что-то не то. Червоточина какая-то внутри.
Эту червоточину пора вырвать, пора убрать. Пора этот нарыв просто вскрыть. Вот так. Ну, вот такой ответ для вас. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. И до новых встреч!